Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: мусульмане подобны единому телу. Когда болит мизинец, болит все тело. У нас болят сердца, мы переживаем за наш братский палестинский народ. Делаем дуа. В это время мы должны быть вместе. Мы всецело поддерживаем слова нашего дорогого брата. Заявление нашего дорогого брата, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, где он призывает всех глав исламских стран, мусульманских стран объединиться, сделать коалицию, сказать свое слово, и чтобы за этим словом были действия. Потому что мы уже пришли к пределу. Дело касается искоренения целого палестинского народа. Палестинский народ ни в чем не виноват. Когда Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев, изгнал их из Европы, они пришли на эту землю. Их принял радушным приемом палестинский народ. Теперь палестинский народ заточен за сетки, за железобетонные заграждения. Можно сказать, он томится в тюрьме. Сейчас Израиль заявляет, что разрушили сетки и напали на Израиль. А было ли законные действия Израиля, когда они делали бомбардировки? Мы наблюдаем десятки лет за бомбардировками Израиля, где они уничтожают палестинский народ, где они унижают, издеваются над палестинским народом. У них нет никаких прав. Где они неоднократно посягаются на святость нашей третьей святыни, святыни мусульман, Иблы, Масджид Аль-Акса. Дальше терпеть это недопустимо. Поэтому исламская умма должна стать в один ряд. Поэтому мы всецело поддерживаем слова нашего главы. Да, исламские страны, исламская умма как может стать в один ряд? Может стать в один ряд, если главы этих мусульманских стран скажут, сделают коалицию и скажут свое слово. Мы должны быть вместе с палестинским народом. Мы должны переживать за палестинский народ. Мы перед Аллахом должны сказать свое слово и стоять на правде, на правильном пути. Потому что за Израилем стоит коллективный Запад. США и все вот эти сатанистские страны. США, все вот эти сатанистские страны, где конфликт, где проливается кровь, где бомбардировки, где разрушаются страны, за этим стоит вот эти шайтаны. Поэтому действия Израиля на протяжении нескольких десятков лет мы называем терроризм. Это и есть терроризм. Они терроризируют весь народ, захватывают их земли, принудительно их выселяют из своих домов, уничтожают мечети, делают бомбардировки. Конечно же, ислам – это религия мира, добра, созидания. Религия мира, добра и созидания, и справедливости. Но если дело касается чести мусульман, если дело касается святынь мусульман, конечно же, исламская умма не может молчать. Мы просим Всевышнего Аллаха. Аллаху Акбар, Аллах велик. Аллах велик и накажет вот этих угнетателей, которые возомнили в себе, что они могут поработить все народы. Война, которая ведется на Украине ведется против вот этого коллективного Запада. Поэтому мы на священном джихаде. Всевышний Аллах накажет вот этих притеснителей и угнетателей в скорейшем времени. И мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он ответил на наши мольбы. Как сказал наш шейх-шахид, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи, пусть восторжествует справедливость. Мы говорим аминь. Пусть восторжествует справедливость на всем мире. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.